Я готовился в школу, купил форму, тетрадки, ручки. Рубашку на тенью, майку на лямочках, гольфы, босоножки купили, юбку купили, банты купили. А с утра тебе не сложно было вставать в школу? Портфель купил, пенал. Молодец. Сам выбирал или мама выбирала? Сам. Молодец. Ты уже взрослый, да? Успел уже с кем-нибудь познакомиться? Нет, хочу стать футболистом. Молодец, мы тебе желаем удачи. Первый звонок – это не просто начало учебного года. Это начало нового этапа в жизни детей, которые стали первоклассниками. Перед ними открывается огромный мир знаний, мир удивительных возможностей. Сухумская вспомогательная школа открыла свои двери для 18 первоклашек. Школьный двор украшен яркими воздушными шарами и цветами. У всех праздничное настроение. В общем, здесь обучаются 146 учащихся. В школе работают дефектологи, психологи, психиатры, детский врач. Также здесь уже 2 года работает тьютор, помощник учителя в классе. Особый подход, особая методика, особые учебники, особая наглядность. У нас все особенное. Дети особенные, и учителя особенные, и подход, обучение, и методика у нас особенные, которые соответствуют коррекционным школам данного вида. В данном случае мы коррекционная школа 8-го вида, где обучаются дети именно с нарушениями интеллекта. То есть познавательный процесс поведения и поведенческие функции, коммуникативные функции у них нарушены. Условия у нас очень хорошие. Тепловой режим у нас соблюдается. У нас везде кондиционеры на летний период. На зимний период у нас отопление. Школа чистая, школе 10 лет. Вы видите, какая школа сохранная. У нас пищеблок, мы кормим детей за счет государства. Во вспомогательной школе особое внимание уделяется родному языку. Здесь 2 учителя абхазского языка, которые обучают особенных детишек по специальной методике. Абхазоязычные дети, которые в доме владеют абхазским языком, продолжают здесь образование, а те дети, которые языком не владеют, конечно, мы изучают, у них своя методика по картинкам, название слов, здравствуй, до свидания, приветствие. Ну, у нас этот вопрос не обойден. У нас государственным языком абхазским дело поставлено хорошо. Кружок есть абхазского языка, где мы говорим о традициях, об обычаях абхазского народа, истории. В доступной форме все. С наглядностями, с рисунками, так, чтобы дети понимали. Главные герои дня, конечно же, первоклассники. Уроки, домашние задания и контрольные – все это потом. А сегодня улыбки, радость и волнение. С Днем знаний учащихся вспомогательной школы поздравила начальник муниципального управления образования администрации города Сухум Астанда Таргел. Детки, вам здоровья, родителям терпения, учителям поклон. Мы вас очень любим, ценим, рядом с вами. В первый осенний день начинается увлекательная, хоть и длинная, порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь ждет и 86 первоклашек 6-й столичной школы. Беззаботность, непосредственность, жажда знаний, волнение перед началом первого в жизни урока. Для детей этот день всегда полон сюрпризов. Урок здесь начали с создания цветка из лепестков, где были расписаны имена деток. А ведь геджер браба дырхама, баишь Ае. Забадырда. И лыхцы. Как тебя зовут? Как ты готовилась к школе, расскажи, пожалуйста. Хорошо. Что ты купила? Сумку, школьную форму и другие принадлежности. Молодец. Вот ты уже умеешь писать, насколько я знаю, да? Да, Где ты этому научилась, расскажи? подготовительным. Ага. Чему ты еще там научилась? Читать, писать, рисовать и лепить. Я покупал себе рюкзак и тетради в Адлере. А ты сам выбирал или мама помогала? Да, мне мама помогала. Мама помогала. Молодец. Ты уже успел с кем-нибудь познакомиться? Да, с Эмили, Донатом, ну, больше ни с кем. У меня есть старшая сестра, Тона ее зовут, она мне помогала делать уроки. Я считала на пальцах 1 + 1 равно 2, потому что на пальцах я считала. А кем ты хочешь стать в будущем? Полицейским. А почему ты выбрала такую профессию?
А потому что я буду охранять свой дом. Сарай стахуб с бесшамыдерт, яла чевеларт зиги, с бесшедшут зиги читвать, яла вящим джарак. Кто тебя научил это? В нулевом классе выучила. Сложно было тебе? Вы дома на абхазском говорите? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Мама, папа говорят? Да. Мама осетинка, мама не умеет говорить. Ага. Ты понимаешь, но не говоришь, да? Понимаю чуть-чуть. На сегодняшний день в 6-й столичной школе обучаются более 800 учащихся. Школа небольшая и рассчитана на 500 детей, поэтому были задействованы и подсобные помещения. Мы очень готовились к приему наших детей. Управление образования нам выделило краску. В кое-каких классах мы покрасили своими силами. Но очень много классов, где родители нам помогли. Большое им спасибо, хочу сказать. Встали рядом со своими учителями, со своими детьми и провели косметический ремонт в классах для того, чтобы сегодня дети чистенько, аккуратненько сидели. Конечно, школа нуждается в ремонте, но мы делаем своими силами, что можем. И в Сухумской 10-й школе имени Нестора Лакоба царит праздничная атмосфера. Шары, цветы, звонкий смех детишек. 139 первоклассников и родителей с началом учебного года и предстоящим 30-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии поздравила директор школы Аида Кварчия. С Днем знаний детишек также поздравил заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия. Наши маленькие друзья, у вас впереди достаточно увлекательный, интересный, долгий путь. Я хочу вам пожелать того, чтобы вы на этом пути научились в первую очередь дисциплине, целеустремленности, любви друг к другу, любви к своей родине, уважению к старшим, в первую очередь к учителям, к своим родителям и уважению ко всем остальным. Научиться писать, читать, рисовать, каждый день открывать для себя что-то новое, познавать мир готовы еще 90 первоклашек 5-й школы имени Ефрема Эшпа. Рано утром ты встал? Да. А тебе было тяжело вставать? Да. А портфель ты сам собрал? Что Нет. ты туда положил? Что мама тебе положила? Мама мне там ничего не положила, но я сейчас там сам положу. Что ты положишь туда? Книгу, карандаши, маркеры. А ты умеешь читать? Да. А кто тебя научил? Что ты читаешь? Я сам научился. Это буква А. Алла. Асад. Ари. Ацидша. Ацинча. Здесь обучаются 890 детей, 77 выпускников. В этом году очень приятно нам приступить к работе. Много усилий приложили и выпускники нашей школы. Это братья ашубовцы, братья блабовцы, все наши родители встали рядом, привели в порядок классы. Капитальный ремонт произвели в кабинете физики. Это благодаря Резу Платоновичу Зонтаре. Открыли еще мы дополнительный класс подготовительный, я уже объявила это тоже. И родители стоят рядом с нами, помогают. Пожелаем всем школьникам отличных оценок, творчества и интересных событий в новом учебном году, а педагогам и родителям мудрости и терпения. Сария Кварцхеля, Лаура Капш, Заур Кварчия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.